Необыкновенно теплый сентябрь, который мы видим, не должен нас убаюкивать. Зима точно настанет. Тема делового понедельника – готовность к пуску тепла. Оказалось, не готовы 23 многоквартирных дома. 10 в Авиастроительном и Новосавиновском районах, 5 в Вахитовском и Приволжском, еще в Кировском, Московском и Советском. В них даже не проводили опрессовку. Один из таких домов, даже два стоящих рядом, расположены на улице Карбышева, 57 и 59. Оба оборудованы крышными котельными. У обоих до сих пор нет паспортов готовности. Как рассказывают жители, это первый год, когда их дома оказались не готовы к холодам. И первый сезон, когда они находятся под управлением не ТСЖ, а управляющей компании. Таких проблем раньше не было. Когда ТСЖ, вот этот Милевша там или кто там заведовал, не было такого. У нас был ТСЖ, нет, было все нормально. Сейчас управляющая компания, видим, поэтому я не знаю. Страшно, конечно. Я инвалид первой группы. Дома находятся в ведении управляющей компании «Новые Горки». И здесь просто не захотели объяснить причину такой задержки. На наш вопрос, почему у домов до сих пор нет паспортов готовности, ответили, отказываются от комментариев. К сожалению, это ежегодная история, повторяется, откладывают на потом, ждут, не знаю, там каких-то плюшек руководители управляющих организаций, но нам в помощь здесь жилищная инспекция, прокуратура. Обратить внимание городской прокуратуры на такие ТСЖ и управляющие компании сегодня попросил и мэр Казани Ильсур Медшин. Антигероями подготовки к предстоящему отопительному сезону стали 6 жилищных кооперативов, 1 ТСЖ, 2 товарищества собственников недвижимости и 8 управляющих компаний. Люди платят за эти услуги и, соответственно, старшие по домам или председатели ТСЖ, управляющих компаний должны в соответствии с законодательством эти работы в срок выполнять. Законодательство нарушается, поэтому просим отреагировать и помочь в этом вопросе. Такой же вопрос сегодня подняли в Набережных Челнах. Здесь исполком отчитался о полной готовности объектов к отопительному сезону. По их словам, паспорта получили 100% многоквартирных домов, клубов, больниц, школ. Такая уверенность вызвала вопросы у руководства. Образно говоря, завтра, послезавтра наступит уже время запускать тепло, принимать тепло. Это касается и объектов социально-культурной сферы. Здесь на слайде вы увидели 100% готовность. Дай бог, чтобы эта 100% готовность была по факту. Сомнения возникли и у присутствовавшего на совещании начальника Госжилинспекции Республики. Насколько у нас обоснована 100% паспортизация? Я полностью присоединяюсь к сомнениям Нельгам Барыча. Значит, что по факту мы, Нельгам Барыч, почти 700 домов из 17 тысяч запаспортизированных проверили, в итоге получилось 50 административных протоколов. То есть торопиться здесь не надо и, радужные, перспективы выдавать за действительность. Как видим, по 2 крупным городам республики еще остаются вопросы. А отопительный сезон стремительно приближается. Отопление, как правило, включает при достижении среднесуточной температуры воздуха в 8 градусов на протяжении 5 дней. В прошлом году тепло дали 5 октября. Рамиль Шайдулин, Эльмин Дубаев, Эльмира Гайнудинова, Сергей Вильданов, ТНВ, Набережные Челны, Казань.